От флебологии до сложных эндоваскулярных операций. Отделению ангиологии и сосудистой хирургии Республиканской больницы исполнилось 15 лет. Сегодня здесь выполняют, кроме кардиохирургии, практически все операции, связанные с сосудистыми патологиями. Отделение возглавляет сердечно-сосудистый хирург Анри Арнаут. Благодаря его профессионализму за последние несколько лет у нас в стране проводят операции, которые ранее не проводились. Они теперь стали обыденными. Конечно, он привлекает к работе молодых специалистов, и вместе с опытными кадрами они делают отделение одним из лучших в стране. Сегодня мы расскажем вам, с чего начинали и к чему пришли сосудистые хирурги. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Отделение, которое было тогда создано в 2011 году, оно нашло свое вот такое продолжение, очень правильно. Я думаю, что это и дальше будет развиваться. За последние 6 лет мы очень серьезно подошли к этому вопросу и расширили наш спектр вмешательств. Мне нравится здесь работать с больными, оказывать помощь. Где была аневризма, мы в обход этой аневризмы сделали искусственным протезом, сделали шунтирование. Я даже не думал, что у нас такие врачи есть. Там, когда отправляли сюда, навряд ли, говорит, у нас в Сухуми такую операцию делают. Весь спектр сосудистой хирургии, мы практически все виды операций сделали в нашей стране. Идея открытия отделения ангиологии и сосудистой хирургии появилась еще в 2010 году, когда в Республиканской больнице шел капитальный ремонт. С учетом того, что первую позицию в списке 10 главных причин смертности во всем мире вот уже 20 лет занимают сердечно-сосудистые заболевания, и Абхазия не является исключением, с инициативой создать подобное отделение к руководству больницы обратился сосудистый хирург Тамас Сахнакия. Главный врач больницы и Министерство здравоохранения поддержали данную идею, и вот после завершения ремонта больницы в 2011 году впервые открылось отделение ангиологии и сосудистой хирургии. Большее количество пациентов в тот период, за исключением кардиологического отделения, которое работало в то время в городской больнице, выезжали за пределы республики. Мы решили хотя бы какую-то часть пациентов, которые мы могли на тот период пролечить в наших условиях. Мы открыли это отделение. Я был один хирург в тот период и врач-кардиолог Вартагава Эсма. Мы фактически вдвоем начали эту работу. На первом этапе были все созданы условия, 25 коек отделения, набор хирургических инструментов. Диагностика тогда у нас проводилась с помощью компьютерного томографа, с контрастированием, томоангиографии, достаточно хорошие снимки получали, где была возможность установить диагноз. И была приобретена СИ-дуга для проведения сочетанных операций. На начальном этапе в отделении лечили только венозную патологию и оказывали экстренную хирургическую помощь. В дальнейшем, когда уже стали появляться специалисты, улучшалась материально-техническая база, в отделении начали расширять спектр оказываемой медпомощи. Прежде всего оперировали больных с мультифокальным атеросклерозом. На тот период в команде врачей были Тимур Лагвилава, Родион Абгаджи и Алхас Канджария. Первым заведующим отделением был Тамас Сахнакия. Когда у пациента, в основном это возрастные пациенты, сочетанное поражение коронарных артерий, артерий нижних конечностей. Мы привлекали наших коллег из России, прежде всего Санкт-Петербург. Приезжали, оперировали с нами. Затем, после проведения диспансеризации, первой в 2013 году, был поставлен вопрос о том, чтобы создать, дальше развивать это отделение путем открытия палат интенсивной терапии,
создание условий для проведения рентгенхирургических методов диагностики и лечения, то, что вот сейчас на данном этапе уже внедрено и проводятся все эти исследования. И, прежде всего, коронарография, стентирование коронарных артерий – это очень важное направление в медицине. И, естественно, отделение, которое было тогда создано в 2011 году, оно нашло свое такое продолжение, очень правильно. Я думаю, что это и дальше будет развиваться. 6 лет назад, закончив обучение в Санкт-Петербурге, на родину вернулся Анри Арнаут. Он лейтенант медицинской службы, сердечно-сосудистый хирург. Прошел интернатуру в хирургическом отделении военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, затем клиническую ординатуру в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В общей сложности отучился 9 лет. Сегодня он возглавляет отделение ангиографии и сосудистой хирургии в республиканской больнице. И когда уже с момента моего приезда совместно с коллегами поставили цель улучшить нашу возможности, нашу работу, расширить спектр хирургических вмешательств, но без достаточного количества расходных материалов, оборудования выполнять сложные оперативные вмешательства на сосудах не представлялось возможным. За последние 6 лет мы очень серьезно подошли к этому вопросу и расширили наш спектр вмешательств. Хотелось бы отметить, что с открытием Республиканского сосудистого центра, где мы сами выполняем вмешательства на артериях нижней конечности, благодаря этого оборудования и отделения Республиканского сосудистого центра наш спектр вмешательства расширился. Помимо открытых вмешательств, которые мы выполняли, то и появились эти так называемые эндоваскулярные вмешательства. Хотелось бы отметить следующее. Иметь оборудование, расходные материалы, только этим ограничиться достаточно сложно. Нужно иметь команду врачей, которые непосредственно имеют прямое участие в лечении пациентов. Слышали наверняка недавно и по сей день выполняем оперативное вмешательство при аневризмах брюшной аорты. Это патологическое расширение главного сосуда, ее замены на искусственные импланты, материал. Такие ранние операции, конечно же, не выполнялись. По сегодняшний день мы эти операции выполняем, но без соответствующей команды. Это кардиологи, неврологи, смежные специалисты, ассистенция, анестезиологическое обеспечение. Это имеется в виду анестезиолог-реаниматолог, готов ли дать наркоз такому пациенту, введение их в послеоперационном периоде. Конечно же, весь перечисленный мною спектр вмешательств однозначно можно сказать, что мы и по сей день будем расширять наши возможности. Сегодня здесь выполняют большой спектр хирургического вмешательства. Помимо операции на коронарных артериях, а это на сосудах сердца при инфаркте миокарда, проводят операции на артериях нижних конечностей при критической ишемии. Это такие заболевания, при которых открытого вмешательства невозможно осуществить, но при помощи ангиографа врачи спасают людям конечности. В будущем планируют выполнять на сосудах шеи стентирование сонной артерии. Такие операции пока делают полостным способом, но в скором времени планируют осуществлять эндоваскулярным. Хотелось бы сказать, что атеросклероз – это такое заболевание, которое вызывает такие осложнения, как инфаркт, инсульт, гангрена конечностей. Достаточно ли пациентов? Да, достаточно. Актуальность тут даже обсуждать даже нечего, актуально. На самом деле сейчас принципиально сказать, сколько коронарных вмешательств не могу, потому что занимается другой доктор, Чопа Дамир Даурович. Но по артериям нижней конечности можно сказать смело, что в течение года у нас скорее будет около 200
до 250 реконструкций, в том числе и открытых вмешательств, и эндоваскулярных вмешательств. Это наш прогноз. Конечно же, отток пациентов есть, это ближе с Российской Федерации, с Гальского района, потому что люди не все знают, что мы можем такие операции здесь выполнять. Ну и в силу разных обстоятельств, конечно же, у нас обстоятельства имеется в виду недостаточно коек иногда бывает, настолько актуально, если говорить об актуальности, то у нас даже не хватает мест, куда пациентов класть, потому что у нас смешаны иногда кардиологические больные. Конечно же, со временем, когда мы выполняем операции на большие сложные реконструкции, операции на сосудах выполняем, естественно, люди узнают, знают, что здесь могут такие операции выполняться. Такие операции, конечно же, не во всех лечебных учреждениях выполняются. Это практически в федеральных центрах России, ну и за рубежом, в том числе и во всем мире. Сегодня в отделении лежат пациенты с разными диагнозами. Кого-то уже выписывают, а кому-то операция только предстоит. Все недовольны и лечащими врачами, и в общем медперсоналом. В прошлом году мне делали в хирургии флегмону, это на ноге. Вот, и она плохо заживала. И вот в сосудистую пришли, нас приняли прекрасно, сделали УЗИ, лечение выписали, и рана вообще буквально за неделю прям на глазах улучшилась. И сказали, что мы все сделаем, чтобы зажила. Так что я довольна и врачами, и персонал прекрасный. А кто ваш врач? Зав. Отделения Арнаут Андрей Григорьевич и Абгадж Родион. Очень мой врач, который лечит. Мне еще операция предстоит, да, и потом уже все. До полного заживления и домой. У меня язва образовалась на ноге, и пришлось прийти сюда. Сейчас лечим. Рана большая очень. У меня в один момент образовался на суставе большой пузырь. Он лопнул почему-то, и образовалась рана. Вот это и все. Меня привело. Это какой-то случай непонятный. Я очень довольна всем. И персоналом, и врачами. И даже вот есть практикант, медбрат. Со мной уже 2 дня ходит. Мальчик молодой, будущий. Палец там порезался немного. Ну, а у меня кроме пальца перелом шейки бедра. И потом, когда с пальцем попала сюда, ну, говорят, сосуд надо чистить что-то там. Ну и все, вот легла, сосуд сделали, все как положено сосуду, почистили его, все сделали еще это. И все, завтра выписываюсь. А что-нибудь вас сейчас беспокоит? Нет? Да. Нет, ничего не беспокоит. Сколько вы здесь лежали? 3 недели. Ну и как вам тут за вами ухаживали? Как Ну, вообще персонал? Нет, все хорошие, медики все хорошие. Хибла Квициния – старшая медицинская сестра данного отделения. Работает она здесь с первого дня открытия. Старшая медсестра управляет средним и младшим медперсоналом, организует уход за пациентами и отвечает за хозяйственное обеспечение. Она – главный помощник заведующего отделением по административным вопросам. По словам Хиблы Квициния, ей нравится работать в отделении сосудистой хирургии и помогать больным восстанавливать свое здоровье. Я начинала здесь с 2010 года. Тогда был у нас заведующим Цахнаки Тамаз Мурманович. И у нас еще были врачи Абгадж Родион Леонтьевич, Вартагава Есма Султановна. Ну, мне нравится здесь работать с больными, оказывать помощь. И коллектив у нас очень хороший коллектив. Даже могу сказать, ради коллектива могу идти на работу сюда с великим удовольствием. Сосудистая хирургия, на мой взгляд, она стала развиваться, конечно. У нас такие операции очень сложные проводит Андрей Григорьевич. Арнаут, скажем так, все известны у нас в Абхазии сосудистый хирург и Абгадж Родион Леонтьевич, и наши еще молодые ребята тоже работают в этой области. Сегодня в отделении проходят практику студенты медицинского колледжа. Они закрепляют знания на реальных задачах, а медучреждению легче найти новых толковых специалистов. Студенты приходят на производственную практику, чтобы понять профессию изнутри и в будущем определиться с выбором специальности.
Меня зовут Нахар Элого, я учусь в Сухумском медицинском колледже, прохожу практику в сосудистой хирургии и кардиологии. Мне здесь нравится, здесь очень интересно, практика у нас отличная. Спасибо за такую возможность старшей медсестре, которая предоставила нам такую практику. Около месяца уже нахожусь здесь. Научился ставить капельницы и снимать кардиограмму. Я представлял, что будет сложно, но здесь далось легко. Большая ответственность лежит на заведующем отделении, в первую очередь за пациентов, за команду врачей и, в общем, за медперсонал. Руководство ЦРБ старается развивать отделение, привлекаются коллеги из России для совместных мастер-классов при проведении операции. Коллектив пополняется молодыми кадрами, которые готовы работать и выполнять самые сложные хирургические вмешательства. За годы, что Анри Арнаут возглавляет отделение, врачи заметно продвинулись в своей работе, доказательством чему стали проведенные впервые в нашей стране уникальные операции. Например, по удалению бляшек в сонной артерии и аневризмы аорты брюшного отдела. Такие операции сейчас стали обыденными. Лет 6-7 назад больных с такими диагнозами приходилось вывозить в российские лечебные учреждения. Пациент у нас к нам поступил 20 дней назад. Значит, с диагнозом, при обследовании мы выявили диагноз аневризма брюшной аорты с переходом на подвздошные артерии. Пациент был дообследован, и, соответственно, после обследования было выполнено оперативное вмешательство. Так называемая операция была, аортобедренно-бифуркационное шунтирование, то есть где была аневризма, мы в обход этой аневризмы сделали искусственным протезом, сделали шунтирование. Такие операции у нас до этого тоже, мы проводили в таком объеме, то их небольшое количество операций. Значит, сегодня пациента уже 14-е сутки после оперативного вмешательства, состояние пациента стабильное, готовится к выписке. Я случайно в больницу попал и обнаружили в Кварчели, что такой болезни, сразу сюда отправили. С того света вытащили они меня. Такую операцию сделали, и никакой проблемы у меня не было. Ничего, все нормально. Спасибо, как каждый день говорю, благодарю им. Я даже не думал, что у нас такие врачи есть. Там, когда отправляли сюда, навряд ли, говорит, у нас в Сухуми такую операцию делают. Мы не можем делать только кардиохирургические операции. Ну, это сердечно. Да, весь спектр сосудистой хирургии, мы практически все виды операций сделали в нашей стране. Да, маленькая страна, но я еще раз повторюсь, мы сделали практически весь объем сосудистой хирургии. И аневризму, и бляшки в сонных артериях, большие реконструкции на аорте, это главного сосуда, критические ишемии, когда совсем уже ничего нельзя сделать. Благодаря ангиографу мы лечим таких пациентов, в том числе и формированию фистул. Это специальные такие операции, люди, которые находятся на гемодиализе. Естественно, варикозная болезнь. Современный метод – это лазерный метод лечения, тоже выполняем. В целом, еще раз скажу, практически сильно не уступаем. Единственное, чем мы можем уступать в технологическом каком-то процессе, имеется в виду стенты какие-то могут, специфические количества, объем, разновидностей, расходных материалов. Хотя точно с уверенностью могу сказать, что в нашем ангиографическом операционном, рентгенооперационном, все там импортное. Совершенно точно могу сказать, что те фирмы, которые нам доставляют, те же фирмы, которые пользуются во всем мире, в Российской Федерации, в любом случае все в высокотехнологических операциях основывается только на технологии. Есть технология, выполняем операции. Нет технологии, извините, что так скажу, все по старинке. Но когда касается экстренной операции, там, естественно, и открыто надо уметь делать, и доваскулярно надо уметь делать. В стране, не только у нас в Абхазии, в странах постсоветского пространства СНГ есть такое вот то ли мышление, хотя я уверен, что и во многих других странах есть, обращаться поздно, когда уже случилась сосудистая катастрофа, имеется в виду инфаркт, инсульт или уже начинающаяся гангрена конечностей, то не спросишь,
могут лет 5 не сдавать анализы, лет 10 не обращаться в медицинское учреждение, могут не обращаться некоторые, к сожалению, и в 60 лет поступают пациенты. Мне 60 лет, и я ни разу не сдавал анализы. К сожалению, такое мы нередко встречаем. Это большая проблема, очень большая проблема. Мы в плане профилактики, естественно, неоднократно беседуем с пациентом. Это объясняем, какие препараты нужно пить, в чем себя ограничить, в курении, в алкоголе, прием жирной, жареной пищи. Ну, те факторы, которые могут провоцировать вот это заболевание, как атеросклероз. На всем этом мы, естественно, пытаемся людям объяснять. Вот. Не все могут, конечно, не все стараются, скажем так, выполнять все наши рекомендации, но мы изо всех сил, можно точно сказать, пытаемся вот человеку помочь, чтобы не дойти до осложнений, инфаркта, инсульта и вот, гангрены конечностей. Появление ангиографа вывело нашу медицину на принципиально новый уровень оказания медицинской помощи. Оборудование дает возможность определить патологические участки в сосудах, оценить необходимость проведения хирургического вмешательства и его объем. Ангиография позволяет провести полное обследование сосудов, выявить закупоривание, возможные очаги возникновения тромбов, места сужений и утончения их стенок. Данный вид исследования позволил проводить широкий спектр операций. Значительная помощь в том смысле, что пациентов уже нет необходимости вывозить. Тем же больным с острым инфарктом миокарда, например, когда в первый час необходимо провести коронарографию и при необходимости стентирования артерий, естественно, и пациенты, они быстрее восстанавливаются, период реабилитации, он короче, чем обычно, без вмешательств. Качество жизни больных значительно лучше. Это важный момент, это рутинная операция во всем мире, и она у нас уже внедрена, это очень хороший прогресс. С развитием вообще технологического серьезного прогресса во всем мире также и прогрессирует сама, вот, можно так сказать, сосудистая хирургия, прогрессирует в плане вмешательств на более мини-инвазивные, грубо говоря, малоинвазивные, то есть это не открытыми вмешательствами, то, что я ранее сказал, это с открытием Республиканского сосудистого центра. Перспективы есть однозначно, есть еще куда расти, есть еще что приумножать, есть еще что делать. Мы, естественно, будем дальше работать, есть энергия, есть сила, есть воля, и хотелось бы уже на будущее, чтобы мы своим материалом, своим опытом, своими наработками, операциями, также выступать в конгрессах в Российской Федерации. Есть перспективы, такие планы. Для чего это делается? Для того, чтобы не в каком-то замкнутом кругу находиться в своей стране, а знать передовую медицину по сосудистой хирургии во всем мире. Мы однозначно это знаем, мы знаем, какие операции делаются в Российской Федерации, в федеральных центрах, мы знаем, какие операции делаются в мире и к чему нам расти, что нам исправить, что нам нужно сделать. У нас есть цели и задачи, на которые я уверен, что мы будем это выполнять и сделаем. Сегодня отделение ангиологии и сосудистой хирургии – это слаженная команда. Благодаря их работе количество выезжающих за пределы Абхазии больных в разы сократилось. Теперь квалифицированную медпомощь можно получить на родине. Много качественных организационных и медицинских изменений произошло в работе отделения за 15 лет. И это еще не предел, уверены руководство больницы и врачи. В будущем планируется укреплять отделение кадрами и оснащать его материально-техническую базу. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!